О самых заметных событиях среды вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Помощь своим волонтеры общественного движения «Ленский Покров» продолжают собирать и отправлять гумпомощь в зону спецоперации. Освоить пилотирование дронов, основы робототехники, 3D-печать и другие направления смогут воспитанники детского лагеря «Сосновый Бор». Там развернулся фестиваль «Сана взгляд». Главное – это безопасность. За последний месяц в Якутске произошло 4 аварии с участием общественного транспорта. Сотрудники ГИБДД проводят профилактические рейды. Впервые в Нерюнгри организовали бесплатные катания на мотоциклах. Такую акцию провели мотолюбители, представители клуба «Северный легион». В кругу Саха-ВАМ в Якутске на выставке показали знаменательные моменты из истории общественной организации волейболистов. Под руководством главы Якутии Айсена Николаева обсудили экономическое развитие республики. Рассмотрены вопросы внесения существенных изменений в условия госконтрактов и перемещения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. Принято решение по отдельным объектам, строящимся по инвестпрограмме региона, ассигнованиям и лимитам бюджетных обязательств Минстроя Якутии на этот год и плановый период 2025 года. Определен перечень госконтрактов на приобретение жилых помещений по программе переселения из аварийного жилья. Делегация из Республики Беларусь встретилась с Айсеном Николаевым, чтобы обсудить совместное развитие с Якутией. Одной из главных тем встреч стало машиностроение. Обсуждалось расширение сервисного обслуживания для повышения качества и долговечности техники. Также поднят вопрос о поставке пассажирской и грузовой техники из Минска, включая тракторную технику для жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, обсуждалось развитие отношений в сфере продовольственной продукции и товаров. Третьей важной темой стало развитие туристической индустрии, включая посещение внутренних объектов и обмен опытом. Республика Беларусь – один из больших, крупнейших поставщиков в Российскую Федерацию. И, конечно, нам бы хотелось, чтобы именно сюда, в Якутию, доставлялись самые качественные, самые лучшие продукты из Республики Беларусь. Граждане сегодня большой запрос на внутренний туризм, на посещение различных объектов. Мы видим, что в Республике Беларусь существенно вырос туристический поток, поэтому и обсуждали вместе с коллегами для того, чтобы обмениваться соответствующим опытом. Возможно, открыть прямой рейс для того, чтобы граждане посещали двух стран друг друга. Соответственно, это все приумножит прежде всего культурный обмен между нашими странами. А чуть позже делегация Республики Беларусь посетила крестьянское хозяйство НИИ в пригороде Якутска. Команда во главе с министром экономики Юрием Чеботарем увидела фрукты и овощи, выращенные в суровых якутских условиях. Представители Беларуси также ознакомились с деятельностью предприятия «Саха-Агроплем». Там гостям рассказали про особенности якутских коров и лошадей. Как сообщил министр сельского хозяйства Якутии Артем Александров, стороны обсудили дальнейшую совместную работу. Показали всю внедренную работу, племенную работу, новые технологии, искусственное семенение быков-производителей. Конечно же, мы рассказали подробную историю племенной работы в целом, про наш генотип якутской лошади, якутского скота, как в целом она образовалась и какой сегодня статус имеет, и какие перспективы имеет. Есть, конечно, точки соприкосновения в части повышения квалификации специалистов по племенной работе. Площадь лесных пожаров в Якутии уменьшилась более чем на 100 тысяч гектаров. Первый вице-премьер Дмитрий Садовников сообщил об уменьшении площадей лесных пожаров. На сегодня действует 65 лесных пожаров площадью 480 тысяч гектаров. Первый зампред подчеркнул, что, несмотря на существенное уменьшение площадей, группировка сил пока остается прежней. На пожарах работают свыше 1700 человек. На днях ожидается прибытие еще более 50 парашютистов и десантников из Амурской области и Хабаровского края. Здесь мешает ветровая нагрузка, которая сегодня есть и действует на территории республики. Сложная ситуация у нас складывается пока в Верхнеурюпском районе, а также в Горном районе. В целом идет координация и переброска сил для противодействия данным пожарам.
Оперштаб Якутии продолжает дополнительное обеспечение оснащением и снаряжением участников спецоперации. На сегодняшний день завершена поставка в зону СВО 16 квадроциклов ЕКТ «Сокол» и комплектующих для дронов. На днях ожидается поставка в территориальные опорные пункты адресных посылок, а также 3 единиц техники. Их пожертвовали предприятия и организации республики. Продолжается работа с поставками материалов и вещей первой необходимости. А кроме того, мы с крайнего транша это финансирования завершили полностью поставку товаро-материальных ценностей в территориальные опорные пункты. В настоящее время опорными пунктами осуществляется передача тех-то поставленных технических средств, это и снаряжение, и рэбы, беспилотные летательные аппараты, те, которые сегодня необходимы для решения задач, связанных со специальной военной операцией по представленным заявкам и командования. Тем временем волонтеры общественного движения «Ленский покров» продолжают собирать и отправлять гумпомощь в зону спецоперации. Регулярно идет сбор теплой одежды, медикаментов, различных предметов первой необходимости для бойцов. И при первой возможности все это передают на линию соприкосновения, рассказывает Светлана Балеева. В помещении, где сегодня находится Ленский покров, всегда многолюдно. Каждый занят своим привычным делом. Например, Руслан Ишбулдин шьет плащ-палатки. Начинал-то золотых рук ангелов, то есть через них пошли первые отшитые носилки, эвакуационные стропы. Ну а тут уже, как говорится, расширяемся. Рук только не хватает желающих. Руслан в покрове на вес золота. Благодаря ему поставлена вся работа. Он начал первым отшив эвакуационных носилок, строп, пятиточечников. А с недавнего времени по заявкам наших бойцов здесь шьют и одеяло от тепловизоров. Мы стали смотреть, какие технологии у наших волонтеров уже отработаны. Выбрали то, что для нас самое такое реальное. И начали шить. У нас есть человек, который целиком весь технологический процесс отработал. И он, в принципе, вот у нас один и отшивает эти одеяла. Это наши новые изделия, одеяла от тепловизоров. Конечно, долго они тепло не удерживают, но 20-30 минут ребята говорят, что, в принципе, для определенных задач этого достаточно. Как нам рассказала Зоя Сергеевна, сегодня заканчивается летний сезон. Волонтеры нарезают ленты на осенние сети. Все силы направлены на пошив плащ-палаток и одеял от тепловизоров. Заявок от ребят, находящихся в зоне СВО, приходит очень много, но их выполнение зависит от поступления средств, которые собирают ленчане. В мессенджере волонтеры создали группу, где регулярно объявляют сбор денег на заявки ребят. Так, сегодня заканчивается сбор на приобретение установки для борьбы с дронами и тепловизионного прицела. Часть заявок мы передали в администрацию Ленского района, и они будут искать возможность, найдут они, я уверена, найдут они возможность, чтобы дорогостоящее оборудование или какие-то запчасти или средства техники, они будут куплены и переданы нашим ребятам. Ну, мы ожидаем, что это будет в начале осени. Сегодня настоятель храма святителя Иннокентия Анатолий Астафьев доставил партию гуманитарной помощи нашим ребятам на СВО. Покупаем рэбы, другую технику нужную, сети вяжем, везем сюда. Ну и много-много других заказов исполняем. Машины, мотоциклы там и так далее. С 22 года мы, в общем, работаем активно нашими группами. Вот я уже в очередной, по-моему, 10-й раз, если не сочу, сюда приехал, в Луганск. К волонтерам Ленского покрова присоединились и жители Наслегов. Они раз в неделю приезжают в районный центр за материалами. Мы приехали с Южной Нюи, мы помогаем покрову, плетем сети, собираем деньги, устраиваем ярмарки в Нюи, разнообразные. Помогаем медикаментами, турникеты отправляем, аптечки, сети плетем, шьем, пятиточечники шьем. Трудятся здесь как пчелки и молодые девушки, и пожилые женщины. Кто-то плетет браслеты выживания, кто-то маскировочные сети. Мы приходим сюда вот по зову души и сердца, да, для того, чтобы как-то помочь нашим воинам. И самое приятное, что мы получаем, когда ребята, идет обратная связь, и ребята нам говорят спасибо. Вот для этого мы сюда и ходим. Поэтому, люди, не сидите дома, приходите, помогите, хотя бы маленько, какую-то часть внесите свою долю, потому что это действительно война, это фронт, это где гарантия, что это не двинется дальше. Волонтеры просят земляков не оставаться в стороне. И кто еще не присоединился к ним, сделать это. Ведь много помощи, как известно, не бывает. Светлана Балеева, Алексей Семенов, Ленск.
Освоить пилотирование дронов, основы робототехники, 3D-печати и другие направления смогут воспитанники детского лагеря «Сосновый Бор». В поздравительном центре развернулся фестиваль «На взгляд» с военно-технической составляющей. Как проходят экспресс-курсы и чем завершится образовательная программа, расскажет Надежда Саханская. Я не знаю. Вот так вот для вас. Сборкой, разборкой автомата Калашникова и пистолета Макарова нынешних школьников уже не удивишь. Все это они проходят на уроках ОБЖ и начальной военной подготовки. Современные реалии требуют актуальных подходов к патриотическому образованию. Фестиваль формирует у участников базовые знания, навыки и умения, воспитывает коллективизм и способствует гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. Конечно, очень важен патриотизм. Патриотизм является основным моментом именно в нашем обучении, потому что любовь к родине является основой всего. Мероприятие включает в себя несколько площадок, от военно-патриотических игр до программирования и управления беспилотниками. Одно из важных направлений подготовки в рамках курсов «На взгляд» – это, конечно, курсы по подготовке будущих пилотов по управлению беспилотными летательными аппаратами. Все дело происходит через компьютер, на котором установлено специальное приложение, а управление ведется с этого пульта. Так, мы запускаем. Ну а далее выбираем дальность полета и наклон, с помощью которого будем продолжать движение. Работа вроде, казалось бы, не хитрая, но довольно головокружительная. Ну а в соседнем кабинете развернулось направление по пайке и 3D-печати. Работа кропотливая и очень интересная. Ребята работают над дроном, чья подъемная мощность составляет около 2,5 килограммов. Будь то какие-нибудь инструменты, скажем так, у кого-то чего-то не хватило, ему подцепил, туда отправил, тот поймал, подзарядил и может обратно, если на одной частоте все это спаяно. Что немаловажно, дети сами проявляют неподдельный интерес к тематическим площадкам. А все мероприятия развернулись в рамках профильной смены «Инженеры будущего». Люди крайне хорошо организованы. Это очень приятно, потому что с ними из-за этого удобно работать. Они все понятно объясняют и очень хорошо знают свое дело. Мне лично очень нравится. Мне все нравится, я подружилась. Смена проходит очень хорошо. С уверенностью могу сказать, что смена очень хорошая. Можно проявить себя полностью и раскрыть свои новые таланты, скорее всего. На протяжении нескольких дней дети ознакомятся с новейшими достижениями в инженерно-технической среде, а также разработают свои проекты, которые впоследствии презентуют. Ну а лучшие из них войдут в техногруппу под кураторством регионального министерства инноваций. Надежда Саханская, Владимир Павлов, Якутск. Идем далее. В постпредстве Якутии в Москве поминальный вечер посвятили первому президенту Михаилу Ефимовичу Николаеву. Ровно год назад в зале Улан-Хо состоялась траурная церемония прощания с лидером якутского народа. Соратники и друзья первого президента Василий Власов, Александр Шубин, Юрий Семенов поделились воспоминаниями о первом президенте, о культурном и духовном наследии Михаила Николаева, который представляет собой предмет детального практического и научного изучения. В Москве в этот день презентован документальный фильм, подготовленный Николаев-центром совместно с НВК «Саха». Начинание, которое за 20 с лишним лет Михаил Ефимович начал и развил у нас в Якутии, в Российской Федерации в целом, с моей точки зрения, еще подлежат очень детальному изучению, пониманию сути вот этих решений, сути тех процессов, которые он начал развивать. Сегодняшние политики, последователи Михаила Ефимовича должны много делать сегодня для того, чтобы продолжать реализацию вот этих решений, начатых им. Инновационный центр «Буревестник» и «Алмазы Анабара» испытывают новый сепаратор. Все подробности у наших коллег. На прииске алмазов Анабара испытывают новую технику – сепаратор РГС-5. Это совместный проект с инновационным центром «Буревестник». Сепаратор установили на прииске Молода. В этом промывочном сезоне «Буревестник» и «Алмазы Анабара» заключили договор о совместном обслуживании рентгенолюминесцентных сепараторов. В рамках договора ремонтируют горную технику и испытывают новый аппарат для обогащения алмазосодержащего сырья. На физических принципах он работает. То есть ему уже не важно будет светимость алмазов.
а разделение идет уже по другим принципам. То есть в перспективе этот аппарат может извлекать не только алмазы, также и драгоценные металлы. Алмазы Анабары уже промыли почти 2,5 миллиона кубометров горной породы. Это половина от запланированного объема на приисках Маят и Молода. Испытание сепаратора РГС-5 закончится вместе с промывочным сезоном в середине сентября. В этот день, 7 августа 1949 года, геологи Амакинской экспедиции на реке Вилюй в Западной Якутии нашли первый алмаз, проложив путь к созданию отечественной алмазодобывающей отрасли. Спустя 5 лет, в 1954 году, советский геолог Лариса Попугаева откроет в Якутии кимберлитовую трубку «Зорница» – первое коренное месторождение алмазов в нашей стране. В честь 75-летия со дня находки первого алмаза в Якутии в сокровищнице Якутии развернулась масштабная выставка. В экспозиции представлено 60 уникальных алмазов из коллекции «Алроса», многие из которых выставляют впервые. Выставка продлится до конца октября. Посмотреть на уникальные экспонаты можно с понедельника по пятницу, предварительно записавшись на экскурсию. Но надо понимать, чтобы добыть этот маленький камень, надо провести с крыши там миллионы тонн, переработать миллионы тонн руды, вытащить там за всю историю, наверное, там алмазную историю Якутии сотни тысяч людей. Беспрерывно, это хочу подчеркнуть, у нас нет там разрывов в производстве. Беспрерывно добывали алмазы. Ну а главное – это безопасность. За последний месяц в Якутске произошло 4 аварии с участием общественного транспорта. И большинство из них случилось по вине водителей автобусов. Чтобы поездки стали безопаснее, сотрудники ГИБДД регулярно проводят профилактические рейды. Об одном из них расскажет наш корреспондент Дарья Короленко. Для того, чтобы успешно пройти проверку, у водителей должны быть документы. Это и свидетельство о регистрации автобуса, и водительские удостоверения, и обязательно документ о техническом осмотре автобуса, а также указатели со всей информацией для пассажиров. Не менее важным аспектом проверки стало поведение водителей на дорогах, напомнив им о необходимости соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. Инспекторы также провели инструктаж о соблюдении этических норм в общении с пассажирами. Мы проверили документы. Я гражданин России, у меня все в порядке. Техосмотр есть, все есть, страховка есть. Путевку взяли, все нормально. Но пассажирам тоже надо держаться за поручни и на телефоне пусть не сидят. Вообще, они на телефоне сидят и свою остановку пропустят. Вот такие проблемы тоже были. Надо осторожно быть. Когда выходите, тоже туда-сюда смотреть надо. Чтобы не отвлекали водителя, главное. Если какие-то вопросы, вот когда на остановке останавливаемся, пусть там спрашивает. Когда находитесь в салоне автобуса, когда нет сидящих мест, обязательно держитесь за полочки, за сиденье, за держателя, обязательно крепко держитесь. Пассажиры тоже не остались в стороне. В салонах автобусов инспекторы провели разъяснительные беседы о правилах поведения в общественном транспорте. Особое внимание уделили правилам использования мобильных телефонов и наушников, чтобы не отвлекать водителей и не создавать помех другим пассажирам. В основном, да, резкое торможение есть, ну и есть, когда при высадке, посадке пассажиров автобусы строго трогаются с места. В этот момент у нас в основном падают пассажиры. Но в основном у нас падают пассажиры бабушки и дедушки. Результаты проверки показали, что большинство автобусов находятся в удовлетворительном состоянии, а водители и пассажиры готовы соблюдать правила ради общей безопасности. Также инспекторы ГИБДД отметили, что подобные рейды будут проводиться регулярно для обеспечения безопасности на дорогах республики. Дарья Короленкова, Станислав Потапов, Якутск. Впервые в Нерюнгри организовали бесплатные катания на мотоциклах. Такую акцию провели мотолюбители, представители клуба «Северный легион». Все подробности в материале Ирины Ждановой. Рев мотора и шум ветра за спиной. Почувствовать себя настоящим мотоциклистом и оседлать железного коня. Такую возможность предоставили всем желающим участники клуба «Северный легион» и представители мотосообщества Нерюнгринского района.
решили устроить акцию для жителей Нерюнгри, где-то в городе останавливаешься, постоянно гуляют у тебя дети, можно прокатиться, погазовать. Вот решили всех покатать, также пришли еще и взрослые. Среди желающих прокатиться были и взрослые, и дети. И для некоторых это был первый опыт езды на мотоцикле. Это вообще здорово, когда ты не сравнится чем с автомобильной поездкой, потому что ты полностью на дороге, вот этот ветер, вот этот звук, все вот это вот. Очень нравится. Мне понравилось, было очень круто, но в одно время и страшно. Было интересно, очень. Это весело, эффектно. Все мотоциклы были с экипировкой. Катания длились 4 часа с соблюдением всех правил дорожного движения и техники безопасности. Это весело. Детей весело, для взрослых людей. У нас и так маленький город, ничего не происходит, очень скучно. Поэтому хоть как-то разнообразить нашу жизнь и приобщить к нашему движению. Благодаря мотолюбителям этот выходной многие нерюнгринцы провели незабываемо. Это не единственная благотворительная акция, которую организуют представители клуба «Северный легион». В планах и дальше проводить для детей и взрослых различные мероприятия и дарить массу положительных эмоций. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерюнгри. В кругу Сахава в Якутске на выставке показали знаменательные моменты из истории общественной организации волейболистов. Мероприятие, посвященное Году семьи в России и Году детства в Якутии, собрало множество любителей волейбола. Подробности у Тимура Колмогорова. Ассоциация Сахава появилась как организация в 1991 году благодаря 6 энтузиастам волейбола. Тогда лишь инициатива, в рамках которой на собственные средства проводились районные соревнования, в дальнейшем это переросло в республиканские ежегодные турниры, одним из которых является турнир на Кубок Госкомспорта. Наша ассоциация, общественная организация любителей волейбола, объединяет волейболистов самых разных возрастов. Самые старшие волейболисты у нас играющие ветераны, это 65+. Есть целые семейные династии, которые увлеченно играют. Сахава внесла огромный вклад в развитие волейбольного спорта Якутии. Одними из ее важнейших достижений стали возрождение республиканских соревнований по волейболу и создание собственной системы игры по нему – Сахава-бол. Мы понимаем, что действительно вот эта игра является прекрасным спортом, который объединяет и взрослых, и детей, потому что правила этой игры настолько уникальны, что в него могут играть меньшее количество людей, и также могут совмещать и взрослые, и дети. Даже люди с ограничениями в здоровье могут принимать участие, поэтому я считаю, что Сахава – это такая уникальная игра, которая оздоравливает не только физически, но и психологически. Сахава собирает вокруг игры множество людей разных возрастов, организаций и районов. Так, на данный момент Ассоциация волейболистов объединяет в себе несколько поколений любителей волейбола численностью в 40 тысяч человек. Сахава является одной из старейших общественных организаций не только нашей республики, но и России в целом. Внес огромный вклад в развитие не только спорта, но и общественного движения республики, нашей столицы, города Якутска, и России в целом. Не зря говорят то, что Сахава – это один из новых видов национального спорта. В этом году ассоциации исполняется 25 лет со дня основания. И сегодня Сахава – это не просто спорт. Это совместный труд, досуг, хорошие и добрые дела. Это большая и дружная семья. Тимур Колмогоров, Семен Семенов, Якутск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и оставайтесь на нашем канале.